познаете истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна. Здравствуйте. Люди моего поколения и старше наверняка помнят то время, когда не совсем прилично было часто говорить о деньгах. Сейчас же напротив, мы слишком много говорим о деньгах, а точнее об их отсутствии. Причем прослеживается странная закономерность. Чем больше мы о них думаем, тем меньше мы их имеем. Когда-то наш земляк, ученый с мировым именем Петерим Сорокин, в книге своих воспоминаний заметил парадоксальную, на первый взгляд, вещь. В первые годы его вынужденной эмигрантской жизни вопрос денег заботил его более всего. Но чем сильнее он зацикливался на этом вопросе, заработать хоть что-то, тем менее это у него получалось. В конце концов, он устал думать о деньгах, которых, несмотря на все прилагаемые им усилия, не становилось больше, а просто занялся любимым делом в науке. И вот тогда деньги стали появляться как бы сами собой. С тех пор вопрос денег более не занимал знаменитого ученого. Встречаются как-то два друга директора, и один другого спрашивает: «Ты своим давно зарплату не платишь?» «3 месяца», — отвечает тот, — «а ты?» «А я 5 месяцев не плачу». «И что же, люди на работу ходят?» «Сам удивляюсь», — отвечает первый директор. «Мало того, что ходят, так еще прогуливать и опаздывать перестали». «Вот-вот, и у меня то же самое», — подхватывает директор второй. «Слушай», — говорит первый, — «у меня идея. А что, если мы с них за право ходить на работу деньги брать будем?» Самое смешное, или, если хотите, самое печальное в этом анекдоте заключается в том, что на самом деле это и не анекдот вовсе. Известно ведь, что по налоговому законодательству человек может полгода не получать зарплату, но налоги с этой начисленной, но не выплаченной зарплаты предприятие, на которое работает человек, хоть убейся, обязано перечислить в бюджет ежемесячно. Вот и получается. Зарплаты все нет и нет, а налоги с нее уже давно в казне. Впрочем, оставим в покое парадоксы налогового законодательства и попробуем взглянуть на эту животрепещущую проблему сегодняшнего дня в сравнительно-историческом ракурсе. 1936 год. Год новой Бухаринско-Сталинской конституции, провозгласившей основные незыблемые права трудящихся, в том числе и право на заработную плату. Казалось бы, уж что-что, а обеспечить своевременную выплату зарплаты в условиях баснословно дешевой рабсилы, строжайшей партийной дисциплины и упрощенных внутренних финансовых взаимоотношений не составит труда. Но вот вам выдержки из документа, найденного нами в Центральном государственном архиве Республики Коми. Протокол заседания Президиума Сыктывдинского райисполкома от 21 апреля 1936 года. Слушали: о задолженности по заработной плате учительству, медицинскому персоналу и прочим специалистам и служащим района к предстоящему международному празднику 1 мая. Ликвидировать задолженность по зарплате до 1 мая нет возможности из-за недоимок по культсбору. Основные недоимки падают на единоличное хозяйство, и ликвидация недоимки проходит исключительно почти в принудительном порядке. Президиум райисполкома постановляет обязать председателей сельсоветов в 3-дневный срок ликвидировать недоимки на 100%. В
В случае невыправления положения по мобилизации средств председателям Ипского, Пажгинского, Вильгардского, Прандорского, Палевицкого и Зеленецкого сельсоветов, систематически срывающих выполнение финансового плана, Президиумом райисполкома будут приняты более суровые и репрессивные меры воздействия. Согласитесь, вполне серьезный документ, особенно учитывая год его издания. И вполне вероятно, что напуганные репрессиями председатели сельсоветов вытряхнули так из несчастных, обложенных неподъемными налогами единоличников, требуемые суммы. И лояльные советской власти граждане получили мартовскую зарплату к майским праздникам. 13 лет спустя, в 1949-м, когда последние вредители-единоличники давно сгинули в лагерях, Совет министров Коми СССР издает постановление номер 845 под следующим заголовком: о ликвидации задолженности по зарплате рабочим и служащим предприятий, учреждений и организаций местного подчинения Коми СССР. Только предприятия трестов Коми лес и Печорлес, отмечается в постановлении, имеют задолженность по зарплате 1 миллион 469 тысяч рублей. Имеет место несвоевременная выплата зарплаты в Прилузском, Сторожевском, Удровском, Усть-Илимском районах по бюджетным учреждениям и организациям, особенно состоящим на сельских бюджетах. Судя по всему, проблема несвоевременной выплаты зарплаты в то время, на рубеже 40-х, 50-х годов, стояла довольно остро. По крайней мере, соответствующие постановления выходили из стен Совета министров Коми СССР чуть ли не ежегодно. То же самое происходило и на союзном уровне. Причем крайними, как и сегодня, чаще всего оказывались медицинские работники и учителя. Задержки с выплатой, как свидетельствуют документы, могли составить и 2, и 3 месяца. И при всех раскладах люди должны были терпеть и помалкивать. Ни о каких судебных исках, забастовках, даже анекдотах не могло быть и речи. Для недовольных был один ответ – лагерь. Или автоматные очереди на поражение, о чем свидетельствовал опыт стихийного митинга в Новочеркасске. Другое дело сейчас. Март 1997 года. Сыктывкарский городской суд. Хочу, чтобы зарплату вовремя давали. Ну что дали зарплату, что мы еще нам надо? Чтобы работа была, да чтобы зарплата была. Вот что мы хотим. С мая по июль-то мы уже получили. А мы желаем, чтобы нам заплатили август и сентябрь. А дальше будет обращаться. А дальше будем обращаться, если не будут платить. Взыскать САО «Сыктывкаргорстрой» заработную плату за период с июля по август 96 года включительно в пользу Улешовой Веры Андреевны в сумме 4 миллиона 555 тысяч 114 рублей. В пользу Тюпенко Раисы Александровны в сумме 6 миллионов 224 тысячи 240 рублей. В пользу Тимировой Замили Басыровны заработную плату в сумме 4 миллиона 440 тысяч 777 рублей. Мы ведь каждый день рассматриваем такие дела по 8, по 9, по 10 дел. Приходит в суд истец, ответчик. Истец просит заработанные деньги, ответчик говорит: я с удовольствием бы выплатил, но у меня на картотеке нет ни рубля. Поэтому человек идет в суд, обращается с иском, мы рассматриваем такие дела. Рассматриваем, выносим решение о взыскании заработной платы. По статистике, в 90-95 случаях из 100 суд удовлетворяет исковые требования заявителей о взыскании зарплаты. Впрочем, нередко сам факт обращения человека в суд приводит к тому, что деньги на зарплату чудесным образом отыскиваются. На сегодняшний день примерно где-то половина дел практически заканчивается миром. Вот, предприятия находят с работниками, так сказать, общий язык, чтобы как-то погасить задолженность по зарплате, находят пути до суда. Но хотя вот у нас поступило 345 заявлений, из них 136 прекращено, то есть все-таки нашли предприятия возможность выплатить своим работникам заработную плату или установить сроки погашения задолженности без судебного решения. Спрашивается, что же мешало удовлетворить законные требования своих работников раньше, до обращения последних в суд? Любопытна такая деталь.
На многих предприятиях, работники которых месяцами не получают зарплату, руководители, тем не менее, находят средства на то, чтобы вовремя выплатить зарплату себе. Довольно распространенная и очень мерзкая практика. Две причины невыплаты заработной платы. Объективные причины, так сказать, и зависящие в определенной мере от руководителей, которые прямо-таки безответственно относились к своим служебным обязанностям, а порой и из корыстных целей не выплачивали заработную плату. В Старом уголовном кодексе, действовавшем до 1 января 1997 года, была статья 138, которая позволяла привлекать нерадивых руководителей, умышленно нарушающих трудовое законодательство, к строгой ответственности. В новом УК этой статьи уже нет. Есть, правда, статья 41, но не уголовного, а административного кодекса, которая ограничивает наказание наложением штрафа. Часто безнаказанность руководителей приобретает поистине абсолютный характер. На многих предприятиях давно упразднены профсоюзы, не действуют комиссии по трудовым спорам. Сложилась такая ситуация, что суд остался один на один с теми проблемами, которые есть в обществе. А суд их фактически в окончательном виде ведь решить не может. И все же суды, да еще комиссии по трудовым спорам, самый эффективный механизм по добыванию невыплаченной зарплаты. Даже если у организации или предприятия совсем нет денег. Ведь после вынесения решения в пользу истца на счета задолжавшей организации накладывается арест. И как только на этих счетах появляются деньги, они автоматически в бесспорном и первоочередном порядке идут на погашение исполнительных листов о взыскании зарплаты. Все наше законодательство по выдаче заработной платы соответствует Конституции, то есть требуется своевременная выдача заработной платы. Но однако ее не выдают. Поэтому рабочие и служащие правильно обращаются в суды общей юрисдикции. Судебное решение должно заставить и законодателя, и наше правительство искать выход из создавшегося положения.